and Blues. Так, запускаю вебинар. Мы в эфире. Приветствуем вас, дорогие наши подписчики YouTube-канала «Питер Татар». Мы сегодня с вами проводим очередную лекцию, и встреча наша сегодня состоится с очень интересной, уникальной личностью. Фархат Фаткуллин, он является членом комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, администратор татарской Викимедии, сооснователь татароязычной, тюркоязычной юзер-групп Википедии. В общем, человек глобальных мыслей и поступков. Также он является на данный момент, он скромно написал «пока», но это первый и единственный из России Викимедиец года 2018, и человек достаточно занятой и смог нам уделить время, внимание для сегодняшнего небольшого такого ликбеза, можно так назвать, либо экскурса, путешествия в очень актуальную для нас всех тему, потому что с татарским языком, что с татарским языком на просторах интернета, и мы так нашу лекцию обозначили. Татарский вики, экосистема, Викимедия и цифровая трансформация. Достаточно глобально, обширно она звучит, ну, собственно, ну и человек с нами такой же, поэтому будем его слушать. Он подготовил для нас и презентацию, но первоначально я, Катифа Ганидинова, на Питер Татар, вас еще раз приветствую и приглашаю Фархата Фаткуллина к нам сюда в эфир. Фархат, вы нас слышите? Исәмсез, кадрлы иптәшләр. Естәбез, слышим хорошо. Отлично, Рады да, быть с вами. Да, ну что ж, мы вас приветствуем здесь практически финальный заключительный день зимнего месяца, хотя за окном уже пробивается весна, и, конечно же, как обычно, мы всех наших гостей приглашаем в Санкт-Петербург, будем рады вас видеть, вы постоянно где-то путешествуете, вы человек глобальный, человек мира. Пожалуйста, давайте сначала с лекции начнем, а потом уже переключимся, расскажете, где вы были буквально давеча на этой неделе, потому что вы немножечко так рассказали, куда съездили, с какими выступлениями, как вообще реагируют те же чиновники, власть по поводу того, что происходит в цифровом пространстве и вообще в интернете. Ну что ж, вам слово, уважаемый наш гость Фархат Эфенди. Зур рахмат. Госпожа Гайнуддинова, давайте мы включим вам заготовленную ранее трансляцию, демонстрацию. Я подготовил слайды для того, чтобы рассказать правильнее. Сейчас они к вам всем должны прибежать. И как дадите отмашку, я начну. Вот Алла Берса, видите, назвали мы ее татарский вики, я сразу дал адрес татароязычной Википедии. Мои контакты в Telegram, адрес слайдов в интернете, то есть кому будет интересно увидеть или поделиться, всегда смогут найти. Ну и плюс смело делитесь, никакими авторскими там ограничениями по авторским правам на дележку не ограничено. Вот, надеюсь, видите хорошо. Катифханум? Видим хорошо. Да, ну что ж, Алга, как говорится, вперед, вам слово. Ага. Что такое вики, что такое вики-сообщество? Вот я для начала нарисовал вам карту мира, достаточно старая карта, потому что уже тут много больше цветов. Но это такое волонтерское движение во всем мире, чьей целью сделать так, чтобы вся совокупность человеческих знаний была нам всем доступна там, на разных языках. Люди пишут много, там, за 300 языков. Это такая интернет-деятельность, а значит, ну, любой волонтер, какой-нибудь доктор наук, или домохозяйка, или занятый шофер, школьник, если свободное время этому уделяет, то, значит, то есть она должна быть интересная, она должна быть привлекательная, ну и такая не сильно надоедливая. Плюс, ну, это все-таки мы же с вами в цифровой эре живем, и интернет-культура – это лишь продолжение вообще нашей общей культуры. Соответственно,
ну, там и татарской, и прочей. Это это определенные практики, которые должны быть нам полезны. Ну и там Википедия, Викисреда– это по большому счету зеркало, которое волонтерами написано. Говоря о языке, ну, было интересно когда-то понять условия, при которых язык живет, развивается. Повезло общаться с разными людьми, много читать. Вот, ряд языком владею, Субханаллах. Вот. Ну а дальше уже, говоря об экосистеме и культурной среде сегодняшнего мира, вот слайд Викимедия. С Викимедией ЮНЕСКО дружит достаточно давно. Вот в марте 2020-го они там постучались во все национальные делегации, сказали: господа, люди читают в интернете. Люди чаще всего находят через Википедию, поэтому свои музеи, хотя бы упоминания вытащите туда, пожалуйста, потому что пока вот эти точки мы видим, что российских мало. Вот. Ну, соответственно, предложение было озвучено. На глобальном уровне вот с этими волонтерами сотрудничают, кроме ЮНЕСКО, еще ряд ООНовских организаций. Вот тут права человека. Вот, пожалуйста, Всемирная организация здравоохранения, ну, как ковид грянул, перекрестилась, сказала: надо быть там, где люди читают, а не у себя только на сайте. Вот. В Татарстане у нас как будто бы достаточно неплохо активно развиваемся. Вот если кто видел видео поздравления Рустама Нургалиевича с 21 февраля родных языков, Всемирный день родных языков, там на 7 языках было очень такое хорошее видео. Ну, отмечаю это у себя, ну, лет последних 10, наверное. То есть не только русские и татарские песни, пляски, но и других народов. Но, господа, мир на месте не стоит. Кто-то из вас, допустим, любит татарский язык, любит там музыку, кино и прочие вещи. Лет 5, и вы будете смело, ну, может быть, максимум 10, там, не только технологические, но и политические же моменты есть. И вы будете смело регистрировать свой какой-нибудь земельный участок в госуслугах Бразилии или Турции на татарском языке с полицейскими в Санкт-Петербурге смело разговаривать, например, по-татарски, или с таможенниками в Китае. Просто потому что, ну, технологически тоже все будет. Вот. Но, с другой стороны, это и опасность. Потому что пока этот цунами чувствуется только в англоязычной среде, вот русский оно вот-вот настанет, а значит, и к татарскому тоже придет. И вот тут Википедия будет соломинка. Это когда из огромного моря контента полезное вычленяется вот такое, чтобы не книгу читать, не весь интернет рыскать, а 3 предложения, например, и найти нужные. Или там задачу задали голосовому помощнику и сделала. Есть хотелки, есть реалии. ЮНЕСКО хочет, но работает только на одном, максимум 2 языках. Ну и в международном уровне тоже. Хотите языки сохранять? На государство не пеняйте, на ООН тоже, сами берите, и никто, кроме нас. Алга. Вот немножечко из этих цифр. У нас с вами совместное культурное наследие более 7000 языков и соответствующих культур. К сожалению, там экономические сложности не позволяют всем их сохранять. Видите, всего 50 языков на планете рабочих. Все остальное, ну так, у нас в России это типа ваши региональные заботы. Мы мешаться не будем на федеральном уровне, но вот занимайтесь. Поддержка какая-то, естественно, есть, и символическая, и определенная финансовая. Вот у нас фонд есть в Российской Федерации этому делу посвященный. Но реалии таковы, что зрелищ не хватит. То есть сабантуи, шпишмаки, там подарочные книжные издания толстые. Это все, ну как у смартфона
Обои, красивые обои. То есть без них, конечно, никак, но на одних обоях смартфон не работает. Тут позорничал. Кто вот эту начинку будет делать? Акционеры. То есть мы все с вами короли и королевы, там полноправные владыки царства татарского языка. То есть не кто-то там, не Тукай, не Муса Джалиль, не какой-нибудь отдельно взятый человек или организация, а вот каждый из нас с вами. Так, вики в ручке и вперед. Вот. В рамках комиссии там оказался включенным один из там небольшого количества, вот, как меня назвали в газете, общественников. Вопрос был поставлен, давай вики использовать. Говорю, хорошо, если вы реально хотите, то вот, пожалуйста, критерий успеха. Поработали вместе, вот подготовили дорожную карту. Ну, то есть я предлагал, я формулировал, мне задавали вопросы, я формулировал ответ. А теперь про вики в Татарстане и вообще вики татароязычные. Вот цифровой двойник, мы с вами туда ныряем. И 3 направления, во всяком случае, здесь у нас регионально. Проект начался достаточно давно, в смысле, в моей голове постепенно, по мере возможности, встречаюсь, обсуждаю, получаю поддержку и наставления разных людей. Вот. Но основная суть такая, что без экономики никуда. То есть язык должен финансироваться, и язык, к тому же, должен себе на финансировании зарабатывать. И как, собственно, и культура тоже. То есть татарская культура сама должна себя обеспечивать, самофинансирование. Вот. Понимая эти реалии, люди здравые сказали мне, поддержим, покажите, вот как это будет биться. И дальше там, все твои коллеги, для начала из Российской Федерации, потом, может быть, в других странах, кто занимается, там как-то смогут скопировать наш опыт. Вот это для того, чтобы показать, что не единственный. Я достаточно давно есть определенное сообщество. Вот недавно у нас Википедия на алтайском языке появилась, буквально 23 февраля. Подарок такой, нас стало больше. С коллегами иногда встречаемся физически, иногда вот дистанционно делаем разные доклады. Всевозможную помощь отмечаем, будь то вот законодательно очень важная была. Теперь мы попросили и сайт президента Российской Федерации, там правительства, общественных там всяких организаций, законодателей и прочих на свободных лицензиях. Это позволяет брать текст и говорить, взял оттуда, там разрешили. И уже не спрашивать, а вот поскольку они заранее разрешили, и сразу размещать в Википедии. Поэтому вот призываю всех, кто на татарском языке какой-то контент создает, ну и вообще ценный татарский контент, скажем, его под свободной лицензией публиковать. Таким образом, то есть вы его отпускаете в мир на условиях, что вас процитировали. Сказали, что вот взял там-то. Задача большая, и даже в Российской Федерации вот стараемся расширять круг понимающих. В случае языков есть принципы успеха о том, что там одной татарской культурой какого-то там века или какого-то узкого слоя жив не будешь. Молодежи нужно, чтобы Майнкрафт был по-татарски, чтобы на татарском все их увлечения были, чтобы они вот могли загуглить и сразу найти. И именно то, что им нужно, а не какой-то там спам от бабушек, дедушек, которым там культурные какие-то вещи надо передать следующему поколению. Это в личном общении. Может быть, услышим, а может не услышим. Но не суйтесь. То есть татароязычная среда должна быть такая же комфортная, как русскоязычная или англоязычная. Если вы хотите, чтобы в этом океане люди продолжали плавать, значит, там чего-то должно быть представлено. Все по списку. Вот.
С чего начать? Ну, наверное, карта татарского мира должна быть на татарском. Вот здесь вот я, может быть, мелко, но вот такую большую нарисовал. Вы тут видите карту мира на татарском языке. Да, есть. Можете улучшать, потому что не все еще сделано. Или вот где эта улица, где этот дом, вот это вот я наехал, Казани, пригороды на татарском языке. Ну, то есть там и улицы некоторые видно. Нужно понимать, что люди в интернете на татарском читают. Ну, в случае Википедии легко, за год, за месяц, за день можно нарисовать. Нужна татароязычная база знаний обо всем. Вот посчитал, давайте, президента Турции. Всю его подноготную, когда родился, где, когда служил, кем, на ком женат, там, сколько денег имеет и так далее. Вот во всемирной базе знаний свободной на татарском это посмотреть можно. Ну, то, что какой-нибудь волонтер туда занес. Или вот другой момент. Крепость в центре Питера называется Петропавловская, да? Тоже в этой базе знаний на татарском можно посмотреть все ее там характеристики, переключиться и по-татарски вот в Википедии в татароязычной почитать статью легко. Но для того, чтобы передать это все следующему поколению, это должно быть прикольно. Потому что особенно, ну, это же не в рамках системы образования, а летом внеклассно это, им вместе хочется тусовать. И да, вот ну, в Татарстане какие-то вещи с теми партнерами, кто откликался, делали. Вот Вики-грамотность. Это французские преподаватели лет 7 назад хорошую статью написали о том, что это важнее, чем навыки программирования в 21 веке. Вот для научного сообщества, которое популяризирует татарскую историю, тоже всякие консультации оказываем. Для регионов, там всяких конгрессов татар, башкир, чуваши и прочих методологии подготовил о том, как видеть, кто их, насколько они реально популярны, там, многоязычно, например, не только в татарской Википедии, и сравнивать себя там с другими городами, народами планеты. А большой этап начался с стат-комиссии, большое спасибо им, там и медийная какая-то поддержка, плюс благодаря им спонсоры нашлись, вот организовали сейчас второе мероприятие идет, Татар 4.0, будем рады вас там видеть, если кто-то захочет. Статью «Татары Санкт-Петербурга» в рамках вот Татар 4.0 не так давно, пару дней назад, перевели на татарский из русского языка. Вот. Программа у нас достаточно обширная ежегодно, плюс кроме регулярных вот этих здесь показанных мероприятий и другие вещи проводим в татарской среде. Планы тоже такие, достаточно амбициозные, и как минимум в комиссии по татарскому языку мне сказали, а давай, не вопрос, там посмотрим, как организовать или как-то, может быть, профинансировать. Мечтаний всяких много. Вот хочу не только Конфуция, Резду Валеева, Цицерона, Аяза Гилязева, но и, допустим, все цитаты о татарах, чтобы были доступны на татарском языке, или все цитаты о любви, или все цитаты про истину, там, и так далее. Есть с кого брать пример. Вот, пожалуйста, первоклашки. Живут в стране басков, это так, север Испании. Ничего, 6-7 лет они тут в детскую Википедию написали, но их коллеги в Греции во взрослую где-то в 8-9 лет пишут, и не вопрос, и все нормально. Ну и тут разная поэзия меня вдохновляет. Это один такой момент, одно стихотворение я сам его перевел, о том, что значит быть человеком. Мы же, по большому счету, и вики, и и вообще все. Культура – это про то, чтобы быть человеком. Не татарином, не россиянином, не там мусульманином, а вот именно человеком, в первую очередь. Помним и благодарим всех, кто нас как-то вдохновляет, неформально поддерживает или консультирует. Вот Митимир Ага сказал,
башкирским викибабушкам вот помочь, подсказав их руководству там республики, не сработает. И говорит: Ляр, вы тут в Татарстане, в татароязычной среде, вот сделайте, давайте мы вам как-нибудь будем помогать. А башкиры, увидев, постараются сделать лучше. И точно вот на прошлой неделе за вклад в башкирскую Википедию там у них всякими грамотами, благодарственными письмами и прочим наградили, а их главному башкирскому Викибабаю даже орден республики хотят дать. Вот он сказал: мне тут ваш орден, вы лучше Джигиты обеспечите регулярное финансирование, поддержку там вот этого волонтерского башкироязычного движения. Ну, орден, ладно, так и быть, соглашусь, приму. Вот. Ну и бізге құлшылығыз. Все, на этом спасибо. Давайте я закрою, что ли? Фархад Эфенди, конечно, это, ну, как бы такое, знаете, как говорится, экскурс насыщенный, сконцентрированный, и много-много я успела поначалу там записать за вами, а потом слышала какие-то такие тоже ремарки небольшие по поводу тех же пословиц, чтобы цитаты интересные, вот эти вот афоризмы на татарском языке были. Об этом мы тоже поговорим. Впечатлило. Первое, я бы хотела, наверное, здесь тему затронуть того, что сподвигло лично вас, раз это волонтерское движение, вот лично вас, что сподвигло вообще начать заниматься вот этим направлением? То есть как это пришла мысль, куда вы первоначально обратились? Вот можно поделиться вот этим опытом? С Вики познакомился, наверное, в начале или где-то в середине 2010-х, может быть, 2006, 2007, где-то, может быть, 2008, начало всплывать в поисковике. Нашел для себя безумно полезным, будь то на русском, будь то на английском, потому что это уже кто-то тебе просеял огромную кучу информации и вот самые перлы отобрал. Понятно, может, не идеально, это не докторское, но это то, что помогает вот так вот быстро в 3 предложения въехать в ту тему, которая нужна. Вот. А дальше увидел, что, оказывается, и татарский раздел есть. Начал, посмотрел, что там происходит. Ну, а регулярно, наверное, как вот дочь пошла в 1 класс, старший ребенок, там родители на мозги капают, имеш татар тілін сақларға керек, имеш татарша сөйлешерге керек. А так вот смотришь на мир, а зачем? Вот. Ну, вот и вот в рамках вот этой игрушки этим занимался. Общественная работа так случайно пролетела. Считайте, как некий социальный запрос или заказ существует в обществе, но поскольку вот это мне прилетело со стороны уважаемых людей, и вдруг, и потом просьба: слушай, сделай, нам будет полезно. Вот. Ну, это как-то вот только поэтому, а так это уже с уровня хобби перешло где-то последние года, 3, что ли, почти, 2,5 в некое такую обязаловку. В моем случае. Но достаточно интересно, все равно благодарен всему тому, что жизнь присылает. То есть я правильно понимаю, что Википедия, вообще все, что связано с наполнением туда контента, это как некая такая вот, это мозг, и вот нейронные сети новые там образовываются, вот эти вот разветвления, то есть и вот вы как бы вот написали там выживание социального и личностного успеха, то есть если мы не делаем вот это вот волонтерский, альтруистический вот это, да, вот не собираем, не мобилизуем в себе вот этот ресурс, то мы не выживем. То есть я начинаю вспоминать выживание, все вот эти первобытные строи и так далее, вот выживание, то есть вот в пространстве интернет мы не выживем, то есть получается, вот прокомментируйте вот эту фразу: выживание социального и личностного успеха, то есть успеха. Вот в чем он тоже соразмеряется? Ну, я привел такое обобщенное определение культуры в целом. И там, то есть
культура – это же не про песни и пляски. Культура – это и спорт, культура – это и то, как ты пищу готовишь, как ты хранишь ее зимой. Это тоже определенная культура. Как ты пишешь, как ты обращаешься к людям на улице. Вот. И в случае интернета и интернет-культуры, если сейчас мы с вами все живем не только теперь уже в основном в своей голове, но в своей голове и в интернете, и изредка выходим там в офлайн, в тех или других населенных или не очень населенных пунктах нашей планеты, Мгм. то там, где мы на самом деле живем, в онлайне и в своей голове, нам тоже как-то определенным образом, следуя определенной культуре, приходится жить. А Википедия, ну да, это такой вот место, в котором можно вот эти все крупицы ценного опыта собрать вместе для того, чтобы потом не искать это там годами разбираться, а загуглил и все. Так, подождите, вот вы сказали, что, в принципе, Википедия – это зеркало, да, зеркало нашего, вот Социума. сейчас, да, социума. Вот сейчас татарское зеркало, если брать российскую нашу федерацию, вот Википедия, да, вот в этом пространстве. Вот вы же владеете там 6 языков, это там, собственно, вы когда перечисляли, я думаю, боже мой, вот можете проанализировать, сопоставить с другими. Вот ваше мнение, вот экспертные, как волонтеры, альтруисты, которые вот уже стал это делать, как вы говорите, систематически, то есть это чуть ли не каждый день как работа. Но это такая работа Мгм. общественная, в смысле, давай сделаем вот это вот Вики Татарстан, Вики Татарский мир и вот эту Вики татароязычную среду. И как это сделать? То есть то, что я вам представил, давайте скажем, это как своего рода публичная защита докторской диссертации. Я уж, конечно, вот так вот это загнул, но ладно. Ага. Вот, так, ну, практически такой прикладной момент. Но первое, российской Википедии не существует. Википедия только по языкам, Ага, и так, все. ага. Второй момент. Если кто-то в Википедию на каком-то языке о чем-то написал, а в Википедию на другом языке он об этом не написал, то на другом языке не будет. Вот до недавнего времени статьи «Татары в Санкт-Петербурге» в татарскоязычном разделе не было. Она была только в русскоязычном разделе. И вот меня Хазер Бора, вот сейчас Татар 4.0 идет. Тут большое спасибо этой таткомиссии, что нам денег нам порекомендовала спонсорам. Спонсоры выделили на призы. Видимо, за счет медийной и прочей поддержки тут кто-то взял и перевел нам вот эту статью. Теперь Санкт-Петербург татарлары есть по-татарски, можно прочитать. Один в один, как на русском. А если этого бы не было, а если бы этот волонтер не нашелся, то и не было бы этой информации. Соответственно, то же самое в русской, в английской, во французской, в китайской. Вот про Татарстан там на 120 языках есть Википедия, статья, а на 100, 180, 190 других нету. Плюс вот в этих 120 языках, или возьмем про татарский язык, я сейчас прям с головы не скажу, в скольких языках, на каких языках татарский описан. Если мы статьи будем эти сравнивать, они по уровню детализации будут, естественно, сильно разные. Потом, в зависимости от того, какой человек, с какой точки зрения или какой у него опыта, там по структуре она будет отличаться. А потом, допустим, в башкирском разделе приведу пример. Ну, иногда же люди болезненно относятся. Курай – это исключительно башкирский музыкальный инструмент. Не сметь, чтобы там упоминать, что он башкирский и татарский тоже. Не сметь. И то есть такого много везде. Там арабы, фарси, хинди, Пакистане и прочее, прочее. Ну, не исключение Кшелярбес, люди.
Вот смотрите, мы как раз две веточки вот этой вот ситуации, да, я увидела. Первое, раз это волонтерское движение, да, и вот волонтеры, вот там малышей вы показывали, да, школьников, садитесь, пишите, ну, как бы Вики там детская, но все равно, а вот именно информация, как вот эта концентрация и научных, да, выкладок и так далее, то есть мы же доверяем это, если она написана, мягко говоря, там, ну, как бы коряво, каким-то таким, будем говорить, человеком, который не сведущ по многим, да, моментам. Это вот не все же обладают энциклопедическим знанием, может сопоставлять, лекционно она сделает. И вот как вот, это же большая ответственность, что ты туда вкладываешь в эту Википедию. Это второе. И не является ли Википедия пространством для в том числе и конфликтных ситуаций, как вот вы сказали, Карай? То есть получается, Курай, мы вроде как так на альтруизме, да, давайте, да, доброе дело сделаем, детишек подключим, а потом там понапишем, и дальше как мы с этим будем разбираться? Это вот первое. И второе, по поводу конфликтной ситуации. И третье, вы сказали, что Википедия должна тоже как бы сама себя кормить. Каким образом? Вот, может быть, это какой-то институт уже делать, раз сегодня у вас практически защита докторская. Ну, то есть это может быть у вас такой, знаете, пиар-ход такой, знаете, вы так все быстро-быстро. Я еще даже не успевала записать за вот этими слайдами. Все, что услышал, думаю, так, еще там про опасность надо будет спросить. Но давайте вот вернемся к нашим хотя бы вот этим 3 моментам. Пожалуйста, прокомментируйте. Так, ну, наверное, с третьего проще сказать, да? Окей, да. Сервера Википедии существуют из года в год, финансируются, и различные вот вики, образовательные мероприятия, всякие онлайн или в офлайне у нас финансируются за счет пожертвований граждан. Часто ли вы жертвуете на какую-нибудь благотворительность в Российской Федерации? Вот. На Википедию люди жертвуют. Фонд Викимедиа, что вот у нас ответственен и что выступает вот таким кошельком для финансирования всего этого хозяйства, он у нас базируется в Соединенных Штатах Америки. Законодательство дает большую безопасность. Там какой-нибудь президент вдруг не такой окажется, что-нибудь захочет, или всякие спецслужбы что захотят. Юридическая защита больше. И вот пока тут с Трампом было, они даже рассматривали, может нам в другую юрисдикцию переехать, а то вдруг что-нибудь тут опять выберется и начнет тут кошмарить всю страну. Ну, предусмотрели, если что, серверы разбросаны по всему миру, дублируются, поэтому если где-то там на всех континентах, ничего страшного, одну копию потеряем, или там даже 4 потеряем копии, с оставшейся 5 мы там перекинем на другие серверные фермы. Вот. То есть вот о сохранности того, чего вы написали в Википедии, беспокоиться не надо. Там это уровень достаточно хороший. В какой-то версии копия Википедии, ну, наверное, одной из старых, вращается уже на спутнике на орбите и лежит на поверхности Луны. Википедию, будь то с МКС, будь то с Антарктиды, редактировать можно, и уже редактировали. Нормально, работает. Вот. То есть третий момент снимем, да? То есть образовательную деятельность внутри Российской Федерации, это у нас вот на слайде показал фонд президентских грантов, там различные частные спонсоры, вот те конкурсы, которые мы провели здесь в татароязычном разделе, поскольку мы находимся в Российской Федерации, нам проще это распределять, это вот там, ну, наши местные спонсоры. Ну, 200 тысяч рублей не так это много, в конце концов. Теперь оставшиеся 2 вопроса. Детки и конфликты. Да. Детки, лучше пусть пишут, чем не пишут. Так ведь? Во-вторых, Википедия – это как система ниппель. То есть туда все входит, и постепенно оно накапливается. Если посмотреть историю русскоязычной Википедии, вот на прошлой неделе, 2 недели назад, это мероприятие было у нас в Институте истории Марджани, сейчас стучатся в русскую, и в татарскую Википедию, про татары и прочее.
Я сказал, а что вы меня-то зовете? Давайте вон есть. Вон там в Казанском федеральном университете доктор исторических наук, уважаемый человек и в Казани, и в русскоязычной Википедии. Вот пусть он вам мозги вправит, как вам, товарищам, ученым, надо писать в Википедию. Вот. А то, что детки, этот ребенок 9-летний, имея смартфон, если вдруг этот доктор наук ведет себя неадекватно и что-нибудь там пишет, что-нибудь проталкивает, этот 9-летка или 6-летка со смартфоном, если он оценит, что там ты правила нарушил, он откатит тебя, и вне зависимости, президент ты какой-нибудь страны или нет. И все остальное сообщество скажет, ребенок, вот, ну, они не будут знать, ребенок это или нет, потому что там анонимность сохраняется. Этот прав, а этот не прав, просто потому что ведет себя неприлично. Вики-культура – это не иерархичная штука, там каждого, вот Катифая Гайнутдинова, может быть, она там тайный редактор какой-нибудь в Википедии, я же не знаю. Вот. Она такая же властелин этого мира. И я к ней, как там, 7 пядей во лбу, даже если бы не буду, если вдруг буду, должен относиться к ее правкам нормально, вне зависимости от ее возраста. Постепенно появится в русской Википедии, в русской, да, много лет висело, и никому дела не было «Россия-родина слонов». И нормально, лет 6 висело такое. Пошутил кто-то, да? А сейчас в англоязычную ВОСТа почему дружит? Ну, потому что люди читают в Википедии. И недавно вот в ходе 2020 года был анализ офтальмологами американскими, проведен анализ. Пациент, когда вдруг ему выдает диагноз, и он начинает искать, понять, что такое со мной и как мне быть. Он идет в интернет, где нормальную информацию он найдет. Они все проанализировали, в Википедии поставили троечку, но сказали, Министерство здравоохранения и всякие научные институты, они там на 2 или на кол с плюсом. Вот. Давайте теперь, то есть это все постепенно, вот в том состоянии, в котором, вот если вы сейчас татарскую Википедию откроете и почитаете там статью про того же вот главы какого-нибудь нашей комиссии вот этой татарской или там еще про что-то для себя дорогое, вы скажете, что информация устарела. Ну да, потому что нету таких, недостаточно волонтеров, которые будут ее пополнять. Вот. А про конфликтность есть понятие, есть механизмы преодоления, медиации. Если человек очень шибко свою точку зрения проталкивает, это уже ответственность таких, как я, в каждом разделе. Сначала все сообщество, а потом избранные администраторы поставить человека на место, сказать ему, иди отдохни денек-другой. Если продолжаешь так же, давай еще неделю отдохни. Продолжаешь, давай еще месяц отдохни или год. Нормально? Ой, значит, смотрите, Фархад Фрунзин, я вот начинаю уже здесь еще больше переживать. Получается, это полностью рушится привычное, потому что мы все время тут говорим пандемия, все как бы мы вошли в цифровую реальность, и вдруг рояли в кустах. Вот нам тут Фархад Эфенди рассказывает, что там, может, 9-летний ребенок, будучи администратором, каким-то образом получив вот этот, да, вот как бы вот статус, сказать, что там научному там, сотруднику, там, профессору, академику, что не принимаем вашу статью. А кто ему акцептовал, собственно, вот как туда попасть, в эти администраторы, вообще вот эта вот кузница кадров, раз и волонтеров не хватает, может быть, пора вообще выйти из пространства интернета, вот где вы там, анонимной IP какой-то, да, и сказать, вот мы начинаем выходить в офлайн, а то потому что что-то в онлайне происходит, какие-то там баталии, кого-то блокируют, мы-то все-таки в материальном мире живем, мы из плоти, из крови, вот мы с вами тут общаемся, пока мы общаемся, я вот тут, знаете, и чаечек успела по вашей рекомендации попить, потому что горло, прошу прощения, и так далее. Живое общение, как без него? И что там за 9-летний ребенок, которого акцептовали визировать, не визировать, согласовывать статью академика? Это как вообще происходит? Прокомментируй. Хорошо. Мы не можем знать, это ребенок или это взрослый. То есть в Википедии, приведу пример, русскоязычный, просто чтобы было понятно.
Вы взаимодействуете там и обсуждаете с какими-то либо IP-адресами, либо с учетными записями. И вы не знаете, это ваш подчиненный или ваш начальник. Хорошо, просто вопрос здесь, он как бы вот еще раз небольшое лирическое вступление, что Россия страна слонов. Если там, ну как бы, собственно, существует определенная вот эта вот вообще цензура существует, как вообще пропустили эту статью? Вот вопрос. Если вдруг никто, то есть это было там на заре русскоязычного раздела, я так полагаю, в те времена, когда ну вот надо было чего-то создавать, еще культуры какой-то вот такой административной и прочее не было. То есть если у нас Википедия, вот 15 января мы отмечали 20-летие Википедии, ну, первая англоязычная. Русскоязычная появилась тоже в 2001 году, но позднее. По-моему, если не ошибусь, в мае месяце, что ли. Вот. То есть на ранних стадиях, когда еще у любого сообщества, когда культура не устаканилась, там пиши, что хочешь, и так далее. То есть вот сейчас такое уже не то, что в русской и в татароязычной Википедии не пройдет, не то, что в татароязычной, но вот в вашей, там, в Ленинградской области есть такая народность вепсы, слышали, наверное. Их там 1006 всего носителей, у них есть своя Википедия на вепском языке. Все, что я показал, и карты мира на вепском языке и прочее, они тоже могут сделать, если захотят. Вот. Даже у них такое уже, как Родина слонов, не пройдет. То есть, получается, вот эта вот эволюционная вот эта, да, ситуация, она происходит, и как раз мы чуть-чуть опять возвращаемся по поводу управления социальными вот этими настроениями и так далее. То есть получается, что там, вы говорите, ну, существует, да, там механика медиации и так далее. Насколько она на данный момент не то, что совершенно, но, будем так говорить, способна, да, вот выстоять с тем вызовом, который существует. Потому что вы говорили о опасности, да, соломинка в море контента. Вот что именно здесь вы подразумевали? Соломинка в море контента. Ну, наверное, YouTube, Facebook, Twitter – знакомые вам бренды. Вот. Все, кому не лень, чего-нибудь туда имеют право забросить. Вот для того, чтобы вот этот вот, все, что они там забросили, не вводило в заблуждение населения, эти бренды, как минимум там, на территории Соединенных Штатов и Западной Европы, англоязычных стран мира, они вот эти все видеозаписи на какую-то тему маркируют статьей в англоязычной Википедии. То есть он толкает какую-то теорию, а ты почитай, что в Википедии написано про это. Просто потому, что там англоязычная Википедия уже достигла уровня золотого стандарта. Вот, мы как раз пришли к тому, что они достигли. То есть, получается, мы базируемся и коримся полностью на повестку этой англоязычной. Не могу сказать. Я это говорю про механизмы работы социума, достаточное количество волонтеров, причем качественных, плюс навыки технологические англоязычного сообщества, что позволяет в том англоязычном мире, где вот там уже цунами уже давно всего, еще в русскоязычную среду такого не пришло, позволяет тому социуму англоязычному выживать. И даже когда там вот эти выборы, перед выборами Трампа, там Хиллари, Трамп друг друга чем только не поливали. Там Вашингтон-Пост, по-моему, или Нью-Йорк Таймс писал статью о том, что вот Википедия у нас осталась единственным местом, где сторонники той и того могут вести достаточно цивильно свой диалог, просто потому что, ну, там есть правила, если ты цивильно не ведешь, то, извини, тебе покажут на дверь сразу. Все-таки вот это у Википедии существует вот этот кодекс, да, вот моральный, нравственный, да, кодекс. Есть правила поведения, есть правила и требования к статьям.
То есть, Мгм. если взять татароязычный раздел, то, собственно, Институту истории много проще попасть в татарскую Википедию, Мгм. просто потому, что уровень требований к тому, как они оформили, как они доказали то или другое утверждение, у нас в татароязычном разделе приемлем много более низкий. В русскоязычном там им приходится пики ломать. А ты докажи, что твое утверждение, что та книга, на которую ссылаешься, прописывая этот факт, она действительно истинна. Вот, Мгм. собственно, они 2 недели тому назад пришли к пониманию того, что ну, просто нужно, чтобы их научные работы или те работы, на которые они ссылаются, были более широко известны в русскоязычной среде. Тогда они получат статус авторитетный. Мгм. Вот. А в англоязычной среде, ну, там тоже аналогичное существует. Поняла. Благодарю, Фархад Эфенди. А вот такой вопрос. Раз у нас Википедия такой, это уже медийный, да, ну, медийный, по сути, ресурс, который является таким вот камертоном, да, это камертон, который, да, там может вот эту турбулентность, когда там та или иная газета, журнал, портал принадлежит каким-то частным интересам, он вот имеет какую-то такую вот более высокую нравственность, ну, может быть, я таким языком, да, выражаюсь. Я к чему веду? Потому что вот есть персона, его оклемили там или ее оклемили. И вот хочет он там, пожелал, ну, достаточно там человек статусный в свое время, там книги написал и так далее, о себе в Википедии статью. Я помню, когда мы этот вопрос, ну, как бы прорабатывали, там какие-то невероятные суммы, чтобы грамотно составить статью в Википедии о человеке, которого там какие-то там такие достаточно рейтинговые издания немножечко там чернили, стоит там достаточно серьезных бюджетов. Это так или это просто как-то вот какие-то тоже злые слухи? Вот чтобы, ну не то что обелить, вот как вот есть человек, хочу о нем написать, куда мне вот теперь вот пойти, к вам, куда вот там, например, о татарском деятеле, который там много книг написал, ну там свои ситуации были в судьбе и так далее. Ну, это немножко другой вопрос, Мгм. но давайте его тоже рассмотрим. До этого позвольте мне следующее сказать. Так. Вот предыдущая тема про детей и прочее. Мгм. А, Вики грамотности учат детей в среднем с 5-6 класса. Мгм. То есть это уже такая дисциплина, я правильно понимаю? То есть это как такой... То есть вот на всяких международных собраниях Мгм. я встречался с школьными преподавателями разных стран, там Так. Ирака, Мгм. Швейцарии, Франции, Канады, э, которые в рамках своих школьных занятий детей, то есть фотографии могу прислать, как вот Мгм. детки в классе сидят и каждый решает свое. Поразительно. Или они у нас относительно недалеко экс-Советский Союз, Армения. В Мгм. своем горном ауле 2000 человек там живет, единственная школа. После школы остаются там в свой вики-клуб. И они из своего этого армянского аула пишут про историю и так далее, то есть создают контент на армянском языке на интересные для них темы. Они себя чувствуют королями и королевами этого мира, потому что они могут это делать. Вот это про детей было. То есть Так. Мгм. понятно, что необходимо, вот как вы умеете пользоваться ВКонтакте, Фейсбуком или Телеграмом, в Википедии тоже надо уметь пользоваться, надо уметь проверять, а не слепо доверять, потому что, естественно, там, как вы правильно сказали, вдруг вы только открыли, начали читать, а за 2-3 секунды кто-нибудь неправильную правку вандальную внес, и вы читаете неправильное. А еще не успели откатить. А если вы не умеете проверять и там историю смотреть и прочее, то, естественно, вы можете попасть в заблуждение. Теперь давайте про текущий вопрос. Мгм. Написать статью в Википедии может любой человек. За это деньги платить не обязательно. Более того, когда какие-то баснословные деньги требуют,
Это означает, что вы взаимодействуете с человеком, кто пытается, ну, скажем, как нажиться, что ли, на том, что кто-то чего-то не умеет. То есть он предлагает свои квалифицированные услуги. Вот. По статистике ну, какой статистике? То есть аналитика иностранных журналистов, специально опрос проводили, стоимость статьи в Википедии с подготовкой, там, поиском материалов и прочее доходит от нескольких сот долларов до пару тысяч долларов. Это если вы сами ничего делать не хотите, и вы говорите: слушай, проведи, пожалуйста, вот по доступным в интернете источникам работу и прочее. То есть вот в среднем по англоязычному рынку она, как выяснилось, вот так вот колеблется. Но если вы нашли время научиться посмотреть, как другие статьи пишут, периодически звонят, ну, там, про ректора хотим написать. Я говорю: возьмите статью ректора МГУ, посмотрите, какая она по структуре. И вот по аналогу напишите про своего. Там каждое утверждение, если на ректора МГУ подтверждено источником определенного качества, вы на свою личность такой же там характера источник найдите. Книгу, веб-сайт, там уважаемый какой-нибудь, там какое-нибудь газетное издание. И смело вперед. Вот, Фархад Эфенди, вот на достойный, да, источник, вот источник, а где гарантия, что он достойный источник, понимаете? Получается, у нас же сейчас интернет, там чего только нет, да, какой только информации нет. Кто стоит в корневой системе за тем или иным, как я говорила, порталом, газеты, там, журнал в интернете. И ссылаясь на тот источник, да, источник, вот где гарантия, что это является, ну, как вот именно достоверной, кто потом это проверяет? В Википедии вообще есть вот какая-то такая вот служба, сервис, которая, вот инфраструктура, которая вот говорит, это все-таки не источник, мы не можем на него ссылаться. Вот как с этим? В Википедии, ну, вам, наверное, на примере русскоязычного раздела проще будет, да? Давайте, да. Имеется в каждом развитом разделе, даже вот в татарском у нас, пусть в зачаточном виде, но правило об авторитетных источниках существует. Вот. Правило авторитетных источников. Вот. Там описывается, что считать авторитетным источником. Плюс есть так называемые критерии значимости тематические. Плюс в русскоязычном разделе, то есть там, ну, вот как вот есть Конституция, есть федеральные законы, есть дальше подзаконные акты. Это все есть. Если вдруг вам будет интересно, Википедию, когда открываете, слева, вот на компьютере проще, слева там есть раздел в колонке «Справка». Вот туда попадаете и добро пожаловать читать все правила. Вот теперь, вот эта Конституция, а кто ее написал, эту Конституцию? Вот кто, ну, как бы, что это за коллектив эту Конституцию написал, вот этот? Конституция у нас состоит из 5 правил. Википедия 2.5 чего-то, не помню сейчас, как это звучит. Это межпроектное, то есть у нас на сегодня 317 языковых разделов. И вот на ранних стадиях, когда Википедия была вот таким игровым порталом, тем не менее, там и основатели, и обсуждение сообществ многоязычных пришли к тому, что необходимо какие-то правила вот застолбить. Соответственно, эти правила были определены, прописаны. Есть основополагающие правила всех вот этих вот множества проектов Викимедиа. У каждого раздела есть свой основной закон, и дальше все федеральные подзаконные акты. В каждом отдельном разделе вот этот вот все свои федеральные подзаконные акты, они уже принимаются сообществом от татароязычного раздела.
То есть это как рабочая группа, которая вот как бы, да, уже Они, непосредственно... да, Ага, они могут измениться. То есть вот Катя мгм. Фаханом придет в качестве редактора, скажет, что мне тут не нравится, я хочу, чтобы мы пересмотрели этот закон. И она начнет активность и может добиться этого легко. Фархад Эфенди, вы вот умеете, вот. У вас, конечно, вот эта гибкость, пластика, раз так. Вот как раз Давайте я давайте... вам вот что скажу. Википедия – это среда, в которой генерального директора фонда Викимедиа Мгм. периодически выносят вперед ногами. Просто потому, что какой-то неизвестный ник, это может быть кто угодно, Мгм. показал, где этот генеральный директор или директорша была неправа. Вперед ногами. Давайте без таких вот как аллегорий, потому что я смотрю на вашу футболку и думаю, хочу спросить, что это за футболка. А не проще ли тогда, как бы вот есть определенные союзы в Википедии, уже какие-то, да, такие мини-организации, потому что, как я понимаю, что это отдельная планета, как отдельное государство, и вот там уже свои какие-то там ООН, свои какие-то, вот, образно говоря, ЮНЕСКО. Вот А что это за организация? ну, давайте вот к чему Примкнуть к придем. ним. Да, да. Давайте вот к чему придем. Мы с вами все живущие, в первую очередь, люди. А все остальное, идеологии, технологии, там, страны, провайдеры интернета, сотовой связи и прочее, это наши с вами рабы, слуги, ну, ангелы. Как если Кораном там одно Да, дело да. человек, а Мгм. другое дело это всякие там ангелы, которые свое каждый проталкивает или свою функцию выполняет. Вот. В Викимедиа это то, что создается людьми, это может пересматриваться людьми. Примкнуть к ним, просто принимать участие в том, что происходит. Все эти и видеоконференции, и оффлайн мероприятия, и вся эта деятельность, ну, она же открыта. Мгм. То есть Мгм. вы можете посмотреть историю правок Фархада Фаткуллина и сказать, что он вот тут был неправ. Так, Фархад Эфенди, я А поняла, что про вот, это, да, демократия про и вот это, это, да, круг, что это но за такой вот это, ну, там, союз у вас, ну, мы же с да, вами про татар говорим, вот я да, одел. На так, татарском языке патриотично. у меня написано «Тырки Викимедиа Шелара», тюркские викимедийцы. Вот. Но здесь написано на английском. А здесь у нас с вами тугра Хадай Тенгре. Это на древнетюркской рунице. Ну, потому Мгм. что мы все с вами живем в разных странах. Кто как-то к тюркам относится, они же разные алфавиты используют. Кто-то латиницу, кто-то кириллицу. Вот. Но есть нечто общее, нас всех, скажем, связывающее. А вот Мгм. это уже, вот эта цветовая синий и красный кружок, это элемент из эмблемы Вики-сообщества. У нас раз где-то в месяц, раз в 2 месяца бывают свои, скажем, созвоны. Периодически в Телеграм-чате общаемся с коллегами, друг другу чего-то подсказываем, спрашиваем. Ну а так, такого рода, скажем, объединений много. Мгм. Кавказское, дальше что у нас, финно-угорское аналогично. Мгм. Вот. Стараюсь активизировать наших славянских коллег. Там определенные сложности есть в том историческом периоде, отрезке времени, когда мы с вами живем. Но благодаря моей определенной деятельности на европейских мероприятиях и даже международных у нас сейчас русский там является либо вторым, либо каким-нибудь пятым языком. То есть за счет средств Викимедиа мы нашли возможность финансировать синхронный перевод. Иногда это я делаю профессионально, иногда это коллеги там в Германии они находят. Ну, там рынок же большой, Мгм. глобальный. Мгм. Какая разница, Мгм. откуда они к Zoom подключаются? Вот. То есть определенное движение вперед есть. Поляки, армяне, азербайджанцы, даже украинцы поддержали, чтобы русский язык был. Просто потому что, ну, это же региональная лингва франка.
Так, а что с татарским языком? Потому что мы все-таки обозначили лекцию, и наша основная повестка – татарский язык. Вот, что нужно, какие нужно такие генеральские шаги сделать? Вот ваша такая экспертная оценка, что так, у нас должно быть, знаете, такой план, там, 500 волонтеров, которые там генерировать будут, там, например, с периодичностью 2 раза в неделю контент, и там вот такие-то культура, там, и какие-то другие области. Вот есть какой-то такой вот мечты, как вы говорили, вот все-таки небольшой план, да, вот план-факт в менеджменте. Вот что можете в этом сказать? По образованию экономист, по первому высшему, по воспитанию там инженерно-научное, поэтому да, именно через это смотрю. В ходе презентации там, может быть, информации было много, но я там все ссылки представил, и кому интересно с этими документами, дорожными картами и текущими действиями ознакомиться можно. Вот в рамках сейчас вот уже несколько дней идущего вот неделю идущего Татар 4.0, порядка 100 статей написано. Для того, чтобы эти товарищи, участники, попали не просто как участник этого марафона, а как финалист, призер, у них есть планка 8 статей и там определенного размера. Ага, класс, ну очень супер. Вот. То есть это действует, да, программа? То есть можно будет посмотреть прирост статей на татарском за там Верно. Ага. Предыдущий такой марафон мы называли «Мой Татарстан» на татарском языке, про все связанное с Татарстаном, то есть не на татарском языке, но безотносительно к татарской культуре, вот только к Татарстану. Ага. Было написано 1000 статей, 126 участников, из них более 100 абсолютно в первый раз принимали участие. Вот это да, это победа. Это закончилось 31 января. То есть на этих 2, скажем, пробных марафонах мы многие вещи обкатываем. Где-то в обозримом будущем, если я правильно понимаю, вот тот материал, что я вам сегодня представил в той или другой форме, меня попросят представить и депутатам Татарстана, и, возможно, там более высоким представителям власти на предмет того, насколько и как эти наработки можно использовать и реализовывать. Сколько нужно конкретно людей для того, чтобы все и вся в мире стало доступным на татарском, мне пока сложно говорить. Вот сама Викимедия, она ведь и все вот эти карты, базы знаний и прочее на татарском стало доступным благодаря технологическому прогрессу. Если вот наши башкирские соседки, бабушки, что активно пишут туда, Митимир Абы, я им же передал, да? Привет. Ага, да. Они о чем говорят? Вот вышла на пенсию уже сколько лет, а все время, что я сидела в ВКонтакте, в Одноклассниках и всяких других вещах, окажется, я впустую тратила. Надо было сразу пойти в Википедию и на благо. И нам тоже помогают, приходят в татароязычный раздел. Естественно, мы понимаем, что одними силами башкирских коллег не справиться, им свой языковой раздел надо поднимать, они там больше проводят времени. Поэтому мы тут и с молодежью, и с людьми нашего возраста работаем. Поэтому цифру не скажу. Надо, то есть для того, чтобы у татарского языка было надежное будущее, надо, чтобы каждый из нас, вы, я, и все, кто на улице, себя чувствовали полноправными владыками, царями, королевичами и прочее татарского языка, сами создавали вот комфортное для себя царство. Как красиво говорите. Я, благодарю. Мы с вами так, знаете, уже час пролетел, несмотря на то, что у меня горло болит. Я просто не выдержала. Я хотела много-много вам вопросов задать. И, я надеюсь, у нас продуктивная встреча на ваш взор. Что мы не успели затронуть из вашего спича, из моих вопросов, потому что информация, это практически мы прям берем отдельную планету и про нее сейчас говорим. Что бы хотелось бы еще как-то
как долетела мысль, какая важная, потому что много, я думаю, может быть, и волонтеров появится из Санкт-Петербурга, и не только. Посмотрят наши видео, скажут: Фархат Эфенди, мы хотим, помогите, что делать, как правильно писать, куда идти. Ваши контакты у вас там указаны в презентации. Вот что еще хотелось бы сказать? Ну, для того, чтобы быть человеком, наверное, нужно помнить, что одежки, которые мы с вами носим, периодически нужно стирать. Нужно периодически, скажем, определенный свежий взгляд на мир иметь. Почему это? Ну, понятно, что Википедия – это инструмент, который позволяет туда попасть, как в кроличью нору у Алисы. Вы начали читать статью, вам какая-то тема интересна, вы увидели там синюю ссылку, вы на нее кликнули, открылась статья про это, вы ее кликнули и так далее. И смотришь, было 8 вечера, а уже 2 утра. Знакомый сценарий, а потом начинаешь кому-то рассказывать из своих знакомых приятелей. Я вот вычитал, и как будто вот в одно влетело, а в другое вылетело, потому что когда ты читаешь все-таки монолитные работы, они вот так вот выдержки, это другое. Вот тоже момент такой, знаете, фрагментарное знание. Для татарского языка, для его будущего, как и любого другого языка, важно в первую очередь, чтобы пользователь чувствовал, что это его язык. Не мамин язык, не родной язык, а это его или ее язык. Чтобы им хотелось наслаждаться, потому что благодаря этому языку он или она открывает именно то, что ему сейчас нужно. Не то, что кому-то там предкам нужно, а моя татарская культура, которую я люблю. И вот потому что от русского, от английского и прочих языков мы не откажемся с вами. Но должно быть что-то, вот это владычество наше, что будет привлекать нас к тому, чтобы в какой-то момент порождать контент, либо потреблять контент, полезный нам на татарском языке. Как получается такая сопричастность, это частичка, вот как бы, да, когда ты пишешь и считаешь, что тоже человек вот это вот, ну как бы этот дух, да, дух вот этот там чувствовался. Как вы, если я правильно поняла вас, слушайте, ну очень красиво, очень интересно, и давайте тогда на этом мы заканчивать будем, потому что лучше мы еще какую-то интересную встречу сделаем. Вы будете планировать поездку в Санкт-Петербург, обязательно нам маякните. Мы здесь тоже сорганизуемся, потому что есть разные организации общественные, наши, вот, ну, как бы татарские, и вас, собственно, будем приветствовать на этих площадках. Поэтому, ну что ж, с нами сегодня практически больше часа был человек уникальный по своей... То есть вот у вас там таких, как я понимаю, патриотов и таких, которые так тотально ко всему подходят на протяжении там длительного периода времени. У вас уже там целый коллектив. Но вот Фархат Эфенди, один из их, лидер вы, или вот все-таки вы как вот пионер, потому что про вас пишется, что вы все-таки первый и единственный из России викимедиец 2018 года. Дай бог, Алла Берса, иншаллах, чтобы были и дальше последователи. Этот марафон не заканчивался, развивался. Википедия тоже, и татарская Википедия развивалась. Ну что ж, Фархат Эфенди, мы с вами до новых встреч прощаемся. Благодарим наших зрителей портала Питер Татар за то, что с нами сегодня побыли. Кто сегодня не был, смотрит записи наш с вами эфир, лекцию. И ваши финальные слова, Фархат Эфенди, нашим зрителям, нашим подписчикам. Благодарим Бигзур Рахмата за такую яркую, интересную беседу и лекцию. Берите татарскоязычную Википедию в свои руки. Алга, да, собственно, с этим призывом мы закрываем этот сегодняшний эфир, заканчиваем. Все, всего доброго, до новых встреч и всем хорошего уже весеннего настроения. Не болейте, не болейте. Здоровья, здоровья.